Я давно занимаюсь уже вторым процессом по Ингушетии. В первом процессе там осудили молодых людей, которые, возможно, имели столкновение с полицией. Кто-то, может, и не имел, кто-то имел. Отсидел несколько десятков человек и уже выходит. И я должен сказать, вот первое обстоятельство этого дела ингушского, что молодых людей не так жестко наказывают, как наказывали в Москве, вот на московском деле. Здесь у нас даже за нарушение санитарного режима и то уголовное дело возбуждают. А там были реальные все-таки контакты, скажем, мягко говоря, контакты с ОМОНом и с Национальной гвардией. Это первое. Второе, вот сейчас идет второй процесс. Я на эту тему тоже уже несколько раз писал, и вернусь сейчас, может быть, к более, так сказать, развернутой комментарию, но самое главное, что я привез, что я вошел туда общественным защитником одного из фигурантов дела, Бараха Чемурдиева, и познакомился с ним ближе, там есть возможность поговорить через щели, как говорится, надо говорить, я привык говорить клетки, но это уже не клетка, а аквариум. Через щели в аквариуме, в котором находятся эти заключенные. И для меня это некое фактически новое качество, но не совсем, потому что я был тоже общественным защитником в болотном деле. И отсидел там много-много часов, сознательно пошел туда для того, чтобы ближе знакомиться с делом. И был там у Маши Бароновой, общественным защитником. Как возникла эта идея? Почему-то вот я не понимаю, значит, я ехал туда без этой мысли. Ну и потом, на самом деле, в Москве безумно занято, и казалось, может, из Москвы я больше могу сделать, чем туда ездить регулярно. Но когда мы приехали с Олегом Орловым, кстати, мы вдвоем там были правозащитником, и нам сказали, что мы туда не войдем никак. Вот, никак-то. И корреспондентов никак не пустят. Разговаривали с адвокатами, и я стал говорить, что вот ваше дело очень похоже на болотное дело, а я там был общественным, и тут раз, и все сразу, чуть ли не хором. Так давайте входите в наше дело. И я, конечно, войду тут же. И это, значит, и Олег Орлов вошел. Там как раз не хватало, у каждого адвоката в паре был общественный защитник. Там 7 фигурантов, и у каждого есть уже, у 5 есть общественные защитники наряду с адвокатами, а у 2 нет. И так как тоже автоматически получилось. Зарифа Софиева, значит, Олег Орлов вошел, и это правильно, потому что она правозащитница, потому что она одним из руководителей там мемориального комплекса в Ингушетии. А мне напарник оказался кандидат экономических наук, бывший питерец, и человек, который фактически занимается общественно-политической деятельностью. У него есть организация, которая называется «Опора Ингушетии». Но без него она, может быть, и так не очень активно сейчас действует, но он активный деятель. У него двойное образование – экономист и юрист. И образование получал в Питере, долго там жил, и мне с ним очень интересный был контакт, просто по-настоящему, человеческий интересный контакт. Теперь я, как защитник, имею право посещать его в следственном изоляторе и глубже вообще войти в это дело. А теперь, по сути, вот по поводу этого второго процесса. Не хотелось повторяться, но все равно я так вот быстренько, наиболее важные вещи новые, я скажу, может быть, как бы оттеню. И весь день был посвящен, значит, опросу. Технический опрос сделан так, что они находятся по ВКС в онлайн-режиме. Я даже не понял, где они находятся. Ясно, что не в Ессентуках, но в одном месте. То есть их привезли в одно место, там сидел судья, который как бы имел переговоры с нашим судьей, контакт, какие-то управленческие решения они принимались. А эти ребята, один раз мы сделали перерыв, чтобы он вошел.
и вышел. Потом поняли, что перерыв для того, чтобы вошел и вышел, это требует большого времени, то наш судья сказал, что, ну, ребят, ну, закройте лицо и проходите быстренько на своими. А там так было, что в дверь входишь и проходишь перед нашими глазами всю длинную комнату, куда-то вот в угол туда. Вот здесь судья, они входят в дверь рядом с судьей, потом проходят всю комнату, и оттуда уже говорят оттуда. Ну, ясно, что ничего, они быстренько шагом, потом у него маска, там ничего не видишь вообще. Но вот они так уже проходили. Двое других проходили так и так же быстреньким шагом уходили. Теперь вот что интересно они говорили. Во-первых, их спрашивали, кто распорядился, что вы там делали, кто распорядился. Они все, естественно, заученно говорили, мы не имеем права говорить о том, кто, то есть их подготовили так, что это ясно, что их подготовили. Кто распорядился, то есть чтобы можно было вычислить, кто они такие. Теперь что вы там делали? Мы вытесняли, значит, людей, которые пришли на акцию. Вы знали, что акция согласована на несколько дней? Не знали. Не знали, что... Но мы знали, что она должна закончиться в 18 часов, а потом нам дали команду вытеснять. Все, кто после 18 часов там остался. А почему у вас были резиновые палки? Они были на тот случай, если надо обороняться. Мы их не применяли и не должны были применять. Это все вопросы стандартные, которые, в общем-то, можно было бы ожидать. Ну и потом маршрут каким образом вытесняли. Там они говорили, что надо было пройти за спины, значит, каким-то образом стоявших, чтобы их от забора. Так бы они к забору прижались, от забора их отодвинуть, а потом, значит, их вытеснять уже наружу на площадь. Сразу скажу, у них не получилось. Теперь не получилось, потому что, когда они стали вот просто двигаться, щиты, значит, шли так, что первые ряды щиты несли. Я, кстати, не видел, но я представил эту картину, она вполне, так сказать, реальная. Так же самое и на Болотной. Не случайно сравнивал с Болотной площадью, точно так же и на Болоте происходило. Точно так же, когда щитовые вот эти люди пошли, точно так же их стали бить ногами в щиты и все остальное, сопротивляться, одним словом, отбирать эти щиты. Так же и там происходило с молодыми людьми. И в какой-то момент им была команда отойти, когда напряжение возрастало. А вот дальше интересно, все это как бы можно было ожидать, и так и должно было быть в каком-то смысле, и даже слушающими, тот человек, который, ну, может быть, служит в спецслужбах, он бы так, ну и все правильно даже, они же не стали избивать, вытеснять с помощью дубинок. А вот дальше очень интересно, ну да, полетели камни, они сказали, там и так далее. И вот этих ребят, которые были зафиксированы, потом судили. И они уже вышли, почти все. Почти все вышли. А дальше вот интересно, их начали спрашивать, вот вы пришли, вы потерпевшие, вы считаете себя потерпевшими от тех людей, которые сидят здесь, вот, всмотритесь в них. Вы сначала спрашивали, вы знаете, кто здесь, кого сейчас судят? Через 2 года, кстати. Они говорят, мы знаем, да, их судят лидеров ингушского протеста. Вы потерпевшие, да? Судья спрашивает. Вы потерпели, считаете ли себя, вообще, вот этот вопрос сейчас ключевой, считаете ли вы себя потерпевшими? Было ли вот какой-то, вот вы говорите, что бросали камни, бросали стулья, там, бросали какие-то дубинки. Вас попали? 3 человек сказали, да, вот куда-то по ноге попало. Были ли нарушено ваше здоровье, пострадали ли вот это, проходили ли медицинское освидетельствование. Один только сказал, что он показал медикам, второй, да ну, мы ничего серьезного этого не было, так они небрежно даже говорили. Ничего серьезного не произошло, мы к врачам не обращались, и мы как бы забыли об этом. И первый тоже, по-моему, сказал, что он показывал, какой-то синяк был, но, в общем, это все несерьезно, и с точки зрения медицины это не было зафиксировано. Все 3. И вот это уже меня удивило, потому что это противоречит тому, как ведет полицейские в Москве и росгвардейцы. Они все говорили о том, что мы, по крайней мере, моральное страдание не точно испытывали. Никто из этих 3 человек не сказал, что они испытывали моральное страдание. Это разительно отличается от этого всего. В общем, такое впечатление, что они были секретны, но, тем не менее, им было неудобно говорить о моральных страданиях, когда там чуть-чуть камень или там палка какая-то коснулась их ноги причем, у всех 3 ноги.
Это вот первое, что мне понравилось и удивило. А дальше уже им говорили, а вот вглядитесь, от кого-нибудь, вы потерпели от кого-нибудь из этих 3 человек? Нет, мы ни в коем случае. Прямо так, вот прямо с испугом, нет, мы не потерпели этих 3 человек. Хотя не потерпевшие, вот сейчас в этом уголовном деле. Третий вопрос. А вот что вы помните о том, значит, как вели себя эти люди? Они подзуживали толпу. Прокурор-то такие вопросы задавал. Они подталкивали толпу к агрессии. Нет, прямо так, быстро ответ. Ни в коем случае. Значит, мы помним, как старики обращались, значит, к толпе и говорили: ребята, отойдите, ребята, не ведите себя так, ребята, так сказать, успокойтесь. То есть они давали показания как свидетели защиты. Но кто? Росгвардейцы, приехавшие из других регионов, не из Ингушетии, понимаете, да? И все как голос, как будто сговорились. И вот, значит, и самый интересный вопрос и ответ у одного из них, как-то у него так выскочило. А вот там были полицейские местные, как они себя вели? Ну, говорит, они вообще нам не помогали, они, значит, стояли, и дальше он сказал, они стояли между народом и нами. Народом и нами. Они защищали народ. Он прямо выскочил. Так получается, что они защищали народ, а вы нет, а вы против народа? Адвокат ему задал. Парень задумался, говорит, получается так. Вот просто опрос нормальных, я бы сказал, русских, потому что они не ингуши, они ингушский язык не понимали. Они не понимали, о чем там говорят, но когда, видимо, обращения стариков были на русском. А когда они поняли, что, значит, расходитесь, там все остальное. Вот. И, конечно, я получил заряд, я бы сказал так, бодрости такой, и заряд то, что вот сейчас у нас в России такой, вот я все больше и больше читаю, сайт «Эхо Москвы», да вообще Facebook, ну ясно, что мои друзья, там все это более-менее понятно. И вот такая фраза появилась: «вымученное бессилие». И она все чаще, не знаю, кто первый произнес, кого из моих друзей мне благодарить за замечательную такую фразу «вымученное бессилие». Но я должен сказать, что смотрите вот мой отчет и, может быть, следующие отчеты. Значит, это вот о процессе я сказал. Не безнадежно так. И надо второй, значит, к концу я хочу сказать, конечно, защищать этих людей. У нас была возможность довольно подробно мне поговорить с моим подзащитным. Я самое главное, вот что буду теперь ездить туда, имею право ходить в СИЗО как защитник. Я обязательно это буду делать. Но вот впечатление, вот смотрите, первое впечатление, те, кто давал, да, вот показания, в общем, они большие молодцы, это первое. Второе. Значит, конечно, надо помочь этим людям, потому что именно эти люди не хотят дестабилизации на Кавказе. Именно эти 7 человек хором говорят, что мы, значит, хотели мирным образом все разрешить, а в результате получилось столкновение, и дальше тоже напряжение в Ингушетии будет расти. Оно будет расти в Ингушетии. И я сейчас буду делать все, обращаться к Москальковой, что, в общем, этот процесс надо каким-то образом, в общем-то, прекращать. Но прежде всего надо изменить меру пресечения Зарифе Сутиевой и 2, значит, стали членом, значит, Совета Тейпов. На самом деле лидеров ингушского протеста не только 7 человек, но, слава богу, не все сидят. И поэтому есть люди, которые сейчас организуют помощь, общественную помощь, возят и продукты, и приходят на процесс, и помогают родственникам. Такой общественный процесс в Ингушетии идет. Но появился человек задержанный, уже заключенный, это Ахмед Пагоров. Ахмед Пагоров – это бывший министр внутренних дел Ингушетии. Он знал, что за ним придут, как говорится, он был на этой акции.
открытый был на этой акции. Сейчас он задержан, поэтому надо думать о том, как помогать Ахмету Погорову. Скоро, видимо, вот сейчас он пока под следствием, его будут судить отдельным процессом. Попытаться любую гражданскую активность свести к экстремизму, любую гражданскую активность, любую политическую активность свести к экстремизму, это вот то, что сейчас делает власть на федеральном уровне. И там это как бы немножко отрабатывается. Не немножко, а прямо реально отрабатывается. Где-то действительно они идут с опережением того, что делается на федеральном уровне, а где-то и отрабатывают технологии, где-то наблюдают, а где-то немножко, может, отстают от Москвы, по-разному. Но мы в одной лодке, это прежде всего хочу сказать, и если мы защитим максимально лидеров общественного мнения Ингушетии, мы как бы хотя бы с этой стороны подойти, мы и себя будем защищать. Это первое. А второе, это мы являемся патриотами России. Это мы хотим сохранить Ингушетию в составе России на будущее, я имею в виду. А если сейчас вот будет вот это давление, сейчас если посадят лидеров общественного мнения в Ингушетии, да еще на какие-нибудь заметные сроки, это реальный шаг к выходу Ингушетии из состава России после путинский период. Он же, ну что говорить, Путин не вечен. Значит, и что будет потом, я уверен, что будет бардак в стране, элиты будут бороться за власть, разные, силовики прежде всего. И вот в этот момент Кавказ будет уходить из России, если мы позволим вести вот такую чудовищную политику чекистам в стране. Мы должны добиваться того, чтобы чекисты уходили от власти, и самый первый шаг – испытание нас, значит, возможность мирного давления на власть и ухода их от власти, реального ухода от власти – это, конечно, выбор, значит, осенью этого года. И я, как знаете, есть такая поговорка: кто о чем, а кто-то там о бане, так я буду всегда говорить только об этом. Мы выступаем, правозащитники, мы выступаем за мирный выход страны из кризиса, который сейчас есть.